Вы смотрите итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях четверга, 19 ноября. Вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы дня. Медицинские учреждения Якутии будут модернизировать, где начнется большая стройка в ближайшее время. Ожидает модернизацию и центральная районная больница Алекминска. Вице-премьер Ольга Балабкина находится в районе. Расскажем о первом дне рабочего визита. В диагностике коронавируса алданские медики теперь используют экспресс-анализы. Чем эти тесты лучше остальных? Якутская ТЭЦ бьет тревогу. Неизвестные жгут теплотрассу под многоэтажками столицы. Каковы ущерб и последствия поджогов? Молодежные инициативы рассмотрят в Нерюнгри. Стартовал ежегодный конкурс проектов. И дети-сироты в Ленске получили ключи от благоустроенных квартир. Нашему корреспонденту показали новое жилье. На модернизацию первичного звена здравоохранения до 2023 года Якутия получит 6,5 миллиардов рублей. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил глава региона Айсен Николаев. По информации Минздрава Республики, в 2021 году эти средства будут направлены на строительство фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в 10 селах, в том числе в северных и арктических районах. Начнется строительство новых зданий центральных районных больниц Усть-Майского, Чурапчинского и Момского районов, поликлиники в селе Тыкюэль Татинского улуса. Возобновится строительство хирургического отделения в Вилюйске. Также средства будут направлены на капитальный ремонт поликлиник и районных больниц в более 20 улусах Якутии. Модернизация ожидает и центральную районную больницу Алекминска. Сегодня в районе первый рабочий день провела вице-премьер правительства Якутии Ольга Балабкина. Елена Фаст подробнее о визите вице-премьера. Достаточно плотный график намечен для работы в Алекминском районе заместителя председателя правительства республики Ольги Валерьевны Балабкиной. Первый день работы начался с посещения Алекминской центральной больницы, как заметила сама Ольга Валерьевна, уже традиционно. Сегодня это будет мой 5-й или 6-й приезд в Алекминск, и он всегда начинается с центральной районной больницы. И нужно сказать, что то, что уже и сегодня сделано, и то, что было сделано до ранее, это вот те планы, которые, в принципе, к которым больница достаточно, в общем-то, планомерно идет. Модернизация поликлиники – это не только внешний вид. Самое главное – это повышение качества услуг. Сегодня уже необходимо говорить о плановой помощи. Замечательная новость для медиков. Буквально с колес Алекминская больница вошла в перечень объектов, подлежащих модернизации. Сегодня поставила задачу о восстановлении плановой помощи именно в больницах. И как только пандемия немножечко, в общем-то, у нас отойдет немного в сторону, и уже, в принципе, нужно восстанавливать плановую помощь, алекминчане тоже увидят и обновленное здание, и я думаю, это повлияет и на качество услуги здравоохранения. Сегодня глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев объявил о тех объектах здравоохранения, которые подлежат реконструкции в рамках программы модернизации, утвержденной непосредственно вошедших в государственный бюджет Российской Федерации. Сейчас они войдут в республиканский бюджет. Туда тоже входит первичное звено Алекминской больницы. Поэтому сегодня нужно определиться с будущими планами. Время расписано буквально по минутам. Из Алекминска Ольга Валерьевна принимает участие в работе Республиканского оперативного штаба и согласительной комиссии. Впереди достаточно широкий список задач, которые предстоит обсудить и решить здесь, на месте. Нужно определиться с будущими планами, проверить то, что есть, ну и, конечно же, провести оперативный штаб для того, чтобы поставить задачи и методически помочь районному штабу, разрешить часть задач. Вчера президент страны Владимир Владимирович Путин очень четко сказал о том, что амбулаторное лечение у нас должно быть бесплатное. Какое оно? Осуществляется ли оно? Аптеки должны быть, соответственно, наполнены. Что имеет место быть в Алекме и насколько это соответствует потребностям граждан? Это те вопросы, на которые я сегодня должна буду ответить. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. 219 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Елена Борисова в ходе ежедневного брифинга регионального оперштаба. В Якутске 122 случая, в Мирнинском районе 7, в Алданском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Алекминском районах по 6 случаев. В других улусах заболели от 1 до 5 человек. За сутки лаборатории провели более 5500 исследований на COVID-19.
Буквально в понедельник поступила последняя партия вакцины от гриппа в республику. И мы сегодня начинаем прививочную кампанию, которая была поставлена у нас по требованию Роспотребнадзора. 60% населения мы должны привить. Наверное, надо напомнить, что приближаются уже новогодние праздники. Люди начинают готовиться к новогодним различным корпоративам. И нам бы хотелось призвать наше население все-таки соблюдать правила ограничения, избегать массовых мероприятий, возможно, отменить какие-то корпоративные мероприятия для того, чтобы соблюсти все меры безопасности противоэпидемические. И мы призываем также беречь свое здоровье и своих близких, соблюдать масочный режим в общественных местах, пользоваться дезинфицирующими средствами как собственных рук, так и поверхностей различных и общественных пространств. В диагностике коронавирусной инфекции алданские медики теперь используют экспресс-анализы. Результат известен уже через несколько минут. Помощь в приобретении тестов в больнице оказали предприниматели. Экспресс-методика используется в экстренных случаях. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Взятая из слизистой носа проба наносится на тест-полоску. Реакция идет считанные минуты. И вскоре появляется результат на наличие или отсутствие антигенов к новой коронавирусной инфекции. Когда вылазит только полоска С контрольная, то это получается, что отрицательный результат. Человек не имеет антигенов к COVID-19. Если вылазит только Т, значит это неправильный забор. Если две полоски, то тест положительный. В выявлении новой коронавирусной инфекции алданские медики теперь используют иммунохроматографический метод. Экспресс-тесты на COVID-19 проводятся наряду с иммуноферментными анализами крови и ПЦР-диагностикой. В Алданском районе используются 3 метода исследования: методом ПЦР, ИФА и иммунохроматографическим методом. 2 последние исследования являются экспресс-методами, то есть эти исследования дают возможность в кратчайшие сроки дать заключение о наличии у пациентов антител, антигенов на новую коронавирусную инфекцию. Ответ на вопрос о наличии или отсутствии коронавируса посредством экспресс-теста ясен через 3 минуты. Впрочем, окончательный результат фиксируется спустя полчаса. Иммунохроматографическая методика является высокоточной. Даже если инфицирование произошло недавно, тест все равно будет слабоположительным. Экспресс-анализ проводится не всем пациентам. Данный метод применяется по ряду обстоятельств. Используется она ориентирована, по крайней мере, у нас на что? На экстренных пациентов, которые у нас поступают. Для пациентов, которые экстренно эвакуируются, у нас специализированные учреждения, скажем, Якутск. И для экспресс-диагностики у температурящих пациентов, у которых нашли по КТ, например, пневмонию, делаем экспресс-тест. Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Алданском районе по-прежнему напряженная. Согласно официальной статистике, ежедневно выявляется от 5 до 10 случаев COVID-19. В настоящее время стационарное лечение получают порядка 100 человек. На сегодняшний день в Алданской центральной районной больнице в инфекционном отделении получают лечение 98 пациентов с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции. 1 пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Всю необходимую терапию получают, проводятся телемедицинские консультации с республиканскими учреждениями. В Алданскую ЦРБ поступило 900 экспресс-тестов. Стоит отметить, что данный вид диагностики весьма недешев, и помощь в приобретении тестов медикам оказало Алданское объединение по содействию развитию предпринимательства. Татьяна Вахнина, Алдан. Дистанционное обучение продлили для студентов старших курсов СФФУ до 6 февраля. Соответствующий приказ подписал ректор университета Анатолий Николаев сегодня. Напомним, вуз перешел на удаленный режим работы с 14 октября. Сейчас короткая реклама. Мы вернемся буквально через полминуты. Смотрите далее. Якутская ТЭЦ бьет тревогу. Неизвестные жгут теплотрассу под многоэтажками столицы. Каковы ущерб и последствия поджога? Молодежные инициативы рассмотрят в Нерюнгри. Стартовал ежегодный конкурс проектов. Дети-сироты в Ленске получили ключи от благоустроенных квартир. Нашему корреспонденту показали новое жилье. Продолжаем нашу программу.
Сегодня исполняющий обязанности первого зампреда правительства Якутии Дмитрий Бердников провел выездное совещание на месте возведения Ленского моста в районе села Табага. Делегация правительства осмотрела площадку будущего строительства и маршрут, по которому будет проходить объект, а также обсудили первоочередные задачи. По итогам осмотра даны поручения, будет проведен ряд совещаний. Работа ведется, нужно только определить те точки, по которым необходимо выстроить систему задач и их решений, ну и двигаться вперед к реализации проекта, который нужен и важен для всей республики, сказал Дмитрий Бердников. Надо сказать, что работа ведется. Нужно сегодня только определить те точки, на которых сосредоточить усилия, систематизировать работу, выстроить систему задач и систему решения этих задач, ну и двигаться вперед к реализации проекта, который нужен, важен для республики. Все это у нас укладывается в рамки поручения главы республики. В этих рамках мы сегодня работаем. Будем формировать дальнейший план нашей деятельности, включая все ведомства и министерства, включая все те структуры, которые должны быть задействованы в этой работе. За 2 года на квартальных тепловых сетях якутской ТЭЦ совершено 85 умышленных поджогов. Горят трубы преимущественно под многоквартирными домами. Ущерб уже составил более 800 тысяч рублей. Зачем поджигают теплотрассу, выясняла Ульяна Шагина. Здесь пострадало порядка 4 метров проводов погона. Начальник первого участка квартальных сетей Николай Сергеев показывает место поджога. Инцидент под домом многоквартирки по улице Бестушева-Марлинского, 9 произошел буквально пару дней назад. В результате выгорела теплоизоляция, а тепловые трубы под жаром деформировались. Их пришлось полностью срезать и заменить. Факт, что люди, видимо, пользуются жидкостью для розжига, скорее всего. И вот производят умышленные поджоги. Якутская ТЭЦ бьет тревогу. За 2 года на квартальных тепловых сетях предприятия произошло 85 таких поджогов. Причем поджигатели перемещаются по всему городу. От Гагаринского округа, где зафиксировано наибольшее количество случаев, и до Октябрьского, где уже 5 раз горели трубы. Помимо материального ущерба идет прекращение ограничения подачи услуг, таких как холодное, горячее водоснабжение. Потом идут отвлечение персонала на устранение вот этих вот повреждений. И материал, который в принципе не учтен. То есть никто даже не может себе представлять в ремонтной программе, что такие мародерские действия, считаю. На Кальвице 1/1 инцидент также произошел в ноябре этого года. Пока сантехники устраняли образовавшуюся течь, потребителя, это собственники многоквартирного дома, а также рядом стоящая школа номер 15, вынуждены остались без горячего и холодного водоснабжения. Очередной случай произошел 9 ноября 2020 года в 13:17. Произошло возгорание тепловой сети. По прибытию бригады на место при осмотре был выявлен очередной поджог. При осмотре было установлено, что умышленный поджог был произведен неизвестными лицами. В результате чего был поврежден трубопровод из полипропилена диаметром 63,50, порядка 4 метров. На 3 часа без воды остался объект муниципального образования, школа номер 15 и жилые дома по улице Кальвица. В 16:30 работы были закончены и система была запущена. Материальный ущерб от срочных ремонтов составил уже более 800 тысяч рублей, говорят в ТЭЦ. После каждого поджога приходится менять теплоизоляцию, срезать и заменять трубы. Поджигателями уже занялись в правоохранительных органах, где сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия на установление виновных лиц. По всем этим фактам у нас собраны были материалы совместно с пожарной частью и возбуждено уголовное дело на сегодня по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть это повреждение либо уничтожение чужого имущества путем поджога. Наказание за данной статью предусмотрено 5 лет лишения свободы. Между тем, энергетики призывают горожан сообщать в управляющую компанию или в полицию о подозрениях или о наблюдении фактов проникновения и нахождения под домами подозрительных личностей. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. И вот пока сюжет готовился к выходу, еще один поджог теплотрассы совершен под зданием дома на Хабарова, 19. Ремонтная бригада в срочном порядке устранила течь. Подача горячей воды потребителям восстановлена. В компании сейчас подсчитывают понесенный материальный ущерб. Об этом сообщил пресс-секретарь Якутской ТЭЦ.
Лучшие практики в области образования обсуждают в режиме онлайн. Научно-практическая конференция проводится в рамках межрегионального форума «За будущее России. Современные вызовы и консолидация регионов». На площадках конференции представлен российский и мировой опыт развития дошкольного и школьного образования. Рассматриваются вопросы оценки эффективности, доступности социальных услуг. В мероприятии принимают участие педагоги, ученые, специалисты общественных организаций в сфере здравоохранения и соцразвития. Также на форуме подводят итоги первого десятилетия детства в России. Участники мероприятия единодушны во мнении. Прежде всего, государство, бизнес и общество должны вкладывать усилия в раннее развитие детей. Он посвящен проблеме очень... Дошкольное образование становится главной, основной целью системы образования. Потому что то, что заложено в дошкольном возрасте, оно не восполняется в школе. Тогда как если в школе что-то не заложено, оно может восполниться в других местах. То есть мы понимаем, что у нас колоссальная перед нами лежит ответственность. И вот эта вот ответственность, как мы готовы мы к принятию этой ответственности. Якутия может стать столицей всероссийской акции «Тотальный диктант». С какими городами и странами республика борется за это звание? Материал Дмитрия Тымырова. Тотальный диктант в нашем регионе проводится с 2013 года. В первой акции приняли участие 750 человек. Тогда желающие писали всероссийский диктант на 2 площадках. Сегодня эта цифра увеличилась в разы. Почти каждый район Якутии ежегодно открывает свои площадки, чтобы присоединиться к всероссийской акции. За прошедшие 7 лет участие в тотальном диктанте приняло свыше 8 тысяч человек разных возрастов, национальностей, профессий, объединенных под одним девизом: «Быть грамотным – это модно». Организаторы акции в этом году запустили голосование за право носить имя столицы тотального диктанта. Всего в голосовании представлены 3 зарубежных города и 10 российских, среди которых заявлена и столица республики, город Якутск. Голосование будет проходить до 24 ноября на официальном сайте акции totaldict.ru. Отдать свой голос может любой желающий. Это можно делать каждый день. Глава республики Айсей Николаев призвал жителей региона поддержать Якутию в этом голосовании. Столица нашей республики может стать главной площадкой прекрасного российского проекта «Тотального диктанта». Он пройдет в 2021 году. Наш город, читающий, грамотный, достойный стать столицей любого интересного проекта. И зависит это только от нас с вами. Отметим, сегодня в голосовании наш регион находится в 5 лидеров. И эту позицию жители республики могут закрепить и улучшить, отдав свой голос нашей столице. Если Якутск одержит победу, то это станет еще одним импульсом для развития нашего города. Ведь победа обеспечит дополнительную возможность для продвижения имиджа и бренда Республики Саха-Якутия. Кроме того, в этом случае в Якутск прилетит автор текста «Тотального диктанта 2021», популярный российский писатель Дмитрий Глуховский. Он хорошо известен аудитории благодаря серии постапокалиптических романов «Метро-2033», «Метро-2034», а также обширной книжной серии «Вселенная Метро-2033», в художественное пространство которой, кстати, включена Якутия как место обитания снежного человека. Акция «Тотальный диктант» ежегодно объединяет несколько слоев населения, людей от 7 лет и до самого пожилого возраста. В различные годы отличниками этой акции становились многие учителя республики, аппарата правительства региона, правоохранительных органов, банковского сектора и другие. Так что сегодня Якутия по праву может стать столицей тотального диктанта. Еще раз напоминаем, голосование проходит на официальном сайте totaldict.ru. Поддержи Якутию в этом проекте. Дмитрий Тымыров, Якутск. Молодежные инициативы рассмотрят в Нерюнгри. Стартовал ежегодный конкурс проектов. Представители молодежи могут выбрать одно из 3 направлений. Это патриотическое воспитание, развитие волонтерства и творческие инициативы. Любой молодой человек в возрасте от 16 до 35 лет может подать свою заявку и до 2 декабря отправить ее на почту отдела спорта, молодежной и социальной политики администрации Нерюнгри. В конце года подведут итоги конкурса и наградят победителей. Это как минимум 3 проекта, которые получат на реализацию по 100 тысяч рублей. Отметим, что сегодня успешно реализуются проекты победителей прошлых лет, такие как волейбол во двор, медиашкола, открытие клуба стрельбы из лука и другие.
Если вы не знаете, как писать проекты или, например, хотите этому научиться, у нас в настоящий момент проходят онлайн-курсы бесплатно. Также можно написать к нам в Instagram Горнеру. Мы вам отправим ссылочку в нашу группу, в которой мы скидываем, скажем так, ссылки на вебинары на платформе Zoom, которые проводим, в том числе и я буду спикером, и ребята, у которых есть успешный опыт реализации проекта, которые знают, как писать проекты, которые могут помочь бесплатно рассказать о том, как правильно заполнить паспорт проекта и подать заявку на грант. В этом году молодым людям, причисленным к категории дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, администрация Ленского района приобрела 15 однокомнатных квартир, каждая площадью от 24 до 32 квадратных метров. Сегодня сразу 4 комплекта ключей от благоустроенных квартир вручили в районной администрации Ленска. Подробности в сюжете далее. Четверо молодых людей на днях в малом зале районной администрации получили из рук начальника отдела опеки и попечительства Татьяны Селивановой документы и ключи. Сразу же после торжественной церемонии новоселы отправились осмотреть свои владения. Марина Рудых, одна из тех, кто получил в этот день ключи, с радостью согласилась показать нам свое жилье. Девушке 24 года, переехала 2 года назад из Иркутской области. С рождения и до совершеннолетия жила в доме малютки. За это время ее трижды брали в семью, но не сложилось. Ни одни приемные родители не дали ребенку любви и тепла. В детский дом попала, в дом малютки, потом меня как бы семьи брали, но там плохие семьи были, и я уходила периодически. И вот так меня забирали. И вот. Ну, с 15 лет я уже сама в свободном плавании, так сказать. У меня восторг, у меня все дрожит. Не знаю, это такое счастье для меня. Я 5 лет ждала эту квартиру, и вот, наконец-то. Наконец-то это свершилось. Ну, я жила вообще в Иркутской области. В Иркутске жила я. И там меня везде так, то туда сходите, то сюда сходите. И, в общем, в очереди меня так толкали. И вот, наконец-то я сюда переехала 2 года назад, и вот уже получила квартиру. Я очень рада, очень рада. Марина закончила педагогический колледж, сегодня работает в супермаркете продавцом. Мечтает о семье, на следующий год запланирована свадьба. А там, конечно, надеется девушка, что появится в квартире детский смех. Патимата Срапилова с 12 лет живет в Ленске. Опекун привезла девочку из деревни Дагестана. Сегодня девочка получает образование в техникуме. Впереди взрослая жизнь и квартира – подарок как нельзя кстати. Конечно, довольны, не ожидали, но приятно. Приятно, вот ходим, смотрим, приглядываемся, присматриваемся, где-то что-то улучшить. Наши условия, где-то что-то подделать. Но это все со временем, это жизнь, это все по ходу жизни, все это будет сделано, урегулировано. Мы очень довольны. Приезжать стараетесь? Конечно. Конечно, мы постараемся на этой неделе, может, даже уже. Принесем самое такое необходимое, такое жизненно важное, и будем жить. В этом году на приобретение квартир из федерального и республиканского бюджетов было выделено 26 миллионов рублей. Установленная максимальная цена одной – 1 миллион 800. Пока ребята будут проживать в квартирах по договору специального жилищного фонда, а через 5 лет они могут подать заявление о передаче квартиры ему в пользование по договору социального найма, а там и оформить жилье в собственность. Светлана Балеева, Денис Семенов, Ленск. Таким наши корреспонденты увидели четверг, 19 ноября. Берегите себя в общественных местах, носите маски и соблюдайте социальную дистанцию. Оставайтесь с нами.